Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Элайф. Сегодня я хочу погадать на оракуле «Ведьмина кухня» на замечательную тему, что вам хочет сказать ваше подсознание. Вот что у вас сейчас в подсознании там происходит, какие процессы. Да? У нас с вами будет 3 позиции. Это небольшое гадание. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, что вам хочет сказать ваше подсознание? Мы сейчас здесь выкладываем 3 карты. Это и будет ответ вашего подсознания. То есть вы одну из них выбираете, да, вот одну из 3 позиций. Это небольшое совершенно гадание, но очень интересное. Что вам хочет сказать сейчас ваше подсознание? Что там у вас в подсознании такое кроется? Итак, первая позиция у Накид. Ну, смотри-ка, не хочет фокусироваться сразу же. Вторая позиция голубой Гавлит. И третья позиция это Агат. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А я начинаю с самой первой позиции. Остальные пока убираю в сторону. Итак, смотрим. Первая позиция, наш Накид. Что вам хочет сказать ваше подсознание? Тут у нас вышла карта Роза. Эта карта показывает в вашем подсознании склонность к каким-то романтическим переживаниям и ощущениям на самом деле. По сути, вы же сами понимаете, что этот цветок больше всего говорит о любви. И, скорее всего, ваше подсознание, оно выдает вас, то есть, что вы кого-то любите, и кто-то, скорее всего, в ответ любит вас. То есть именно вся суть в том, что вы чувствуете взаимность на самом деле. То есть наше подсознание, его вообще невозможно обмануть, и это означает, что вы чувствуете от человека взаимность, и, скорее всего, поэтому испытываете эти чувства любви. У вас есть глубокое желание именно романтических переживаний, вот такое подсознательное. Может быть, даже вы делаете какие-то романтические жесты, там, знаете, какие-то, может быть, взгляды, но даже сами этого не замечаете. Вы также, скорее всего, сейчас склонны есть, допустим, что-то сладкое, вы о чем-то мечтаете, допустим, о долгой счастливой жизни с кем-то, и вы как будто бы влюблены, может быть, даже в саму любовь, то есть вот в романтику, вы стремитесь к ней, вы готовы расцветать, вы хотите именно истинных чувств, цените красоту вокруг вас. Между прочим, эта карта, вот она, этот цветок, да, роза, всегда показывает, что человек склонен к тому, чтобы вот эстетически как-то украшать этот мир и украшать себя, может быть, и даже советовать другим, как там лучше выглядеть, лучше пахнуть и так далее. То есть вот эта карта, она показывает, вот даже, может быть, что подсознательно вы всегда стремитесь быть там лучше, быть красивее, как-то работать над своей эстетикой, и эстетикой именно окружающего пространства. То есть вот очень интересно это, конечно. Но сама по себе она бы не появилась, эта карта, этот цветок ни за что бы не появился, если бы вы были, допустим, влюблены без взаимности. То есть помните о том, что ваше подсознание не обмануть, вы чувствуете от человека именно взаимные чувства. Ощущаете их, можно сказать, фибрами души, кожей, там, интуицией, эмпатией, чем угодно. Вот такая вот у нас интересная вышла первая позиция. А мы перейдем к позиции номер 2. Что выдает здесь ваше подсознание, наш голубой Гавлит. И тут у нас выпало, значит, крапива. Это уже совершенно другое растение, как вы это понимаете, да, она показывает некую осторожность, это крапива. Она говорит о том, что у вас есть жалящие вот такие шипы. И, соответственно, ваше подсознание, оно говорит кому-то, что
не подходи ко мне, ты напоришься на мои жалящие шипы. То есть вы от кого-то хотите, наоборот, уберечься и защититься на сегодняшний день. Вы чувствуете некоторую, как будто бы, как опасность, может быть, или боитесь какой-то ситуации, которая может произойти. Конечно же, это растение, вот оно вам пришло для того, чтобы сказать, что действительно куда-то нельзя погружаться в какую-то ситуацию с головой. И не верьте никому, потому что подсознательно вы чувствуете сейчас, что на самом деле вот кто-то из людей или вот несколько человек вас обманывают, и вы хотите защититься от этого обмана, вы защищаете свои границы подсознательно, соответственно, вы защищаете свою репутацию, вы боитесь негатива, вы боитесь того, что на вас кто-то наведет порчу, наведет негатив, и это все идет именно в подсознании, то есть сознанием вы можете этого не ощущать, но вы ощущаете чью-то вредность, чей-то вред, может быть, или опасность от кого-то подсознательно. Карта крапива, она показывает, что вы очень хотите оградить себя от любых неприятностей. А значит, вы чувствуете, что эти неприятности будто бы могут прийти. Также она может означать излишние опасения, конечно, но никогда не игнорируйте свое подсознание. Если вы уже подсознательно ощущаете, значит, какое-то беспокойство, значит, вот вам нельзя доверять кому-то, аферистам, там, например, берегите свои деньги, защитите свои вклады, не верьте людям на слово, заключайте договорные, там, какие-то бумаги, сделки, все читайте, весь мелкий шрифт, потому что вы-то ощущаете, у вас есть интуиция, да, вы ощущаете, что кто-то ведет себя не очень честно. Поэтому сейчас, в ближайшее время, любые сделки проверяйте вот от и до просто. Ну и на слово просто не давайте там кому-то денег, свои какие-то большие суммы, чтобы вот на честном слове. На честном слове здесь точно нельзя. Ну вот такой ответ дала у нас вторая позиция. А мы идем с вами дальше, наш агатик. Третья позиция, что выдает сейчас ваше подсознание, о чем оно хочет сказать. И здесь у нас, значит, одуванчик. Ну, что хочет сказать ваше подсознание? Это то, что в первую очередь вы как будто бы загадываете желание какое-то. Вы хотите волшебства в этом мире, вот подсознательно вы очень хотите чего-то волшебного, что-то, чтобы чудесное произошло. И вы, скорее всего, простодушный, наивный человек, вы никому не причиняете вреда и не чувствуете ни от кого сейчас вреда. Одуванчик показывает, что у вас очень много желаний, они сейчас витают где-то в вашем поле, и вам нужно поверить, что они сбудутся, потому что именно вера является ключевым моментом, когда дело доходит до созидания. И вот эта карта, она говорит, в подсознании вашем есть эти желания и есть неуверенность, что они сбудутся, но вы должны быть уверены. Вот вам нужно поработать со своим подсознанием, чтобы понять, что все, что вы хотите, может сбываться. И вы же очень хотите, вы всей душой хотите, чтобы что-то сбылось такое волшебное и классное. Поэтому просто возьмите и поверьте. И, конечно же, есть некоторая привязка, слишком сильная привязка и зависимость от ваших желаний. Из-за этого эти желания блокированы частично. Просто потому, что вы слишком к ним привязались, и уже не вы владеете этими некоторыми из желаний, да, а они владеют вами. Поэтому вам четко нужно понимать, чего вы хотите, поверить в то, что это может сбыться, но не привязываться. Вы должны создать свою магию. Нужно сконцентрироваться на этом, верить в это, отдать Вселенной на исполнение с помощью высших сил, да, то есть сказать на благо всего сущего, пусть исполнятся мои желания наивысшим, наилучшим образом, но главное, не нужно вот постоянно, ой, если это не сбудется, я жить не буду. Вот знаете, вот есть такие истерики, люди истерики. Если я не получу этого мужчину, я вообще повешусь, там, пойду топлюсь, там, зачем ты так делаешь, зачем?
Или если я эту квартиру не заработаю, вот я не буду вообще нормально жить. Знаете, вот как будто бы желание владеет этим человеком от и до. Он поставил свою жизнь в условия исполнения этого желания. Естественно, оно не сбудется. Ни за что. Ни за что. Вот не будет оно и все. Это как вредность Вселенной, вот такая, она встает сразу же вот поперек вот так. Не будет тебе этого, не будет. Ты мне приказываешь, говорит Вселенная. Я тебе ни за что это не дам. Ты мне попыталась приказать. И вот особенно, когда хотят владеть людьми, это вообще очень опасно. Это черная магия, потому что это как заставить человека, это владеть его волей, это владеть его душой. Должно быть все по свободной воле. Вот смотрите, вы должны, допустим, желать человека, который наиболее вам подходит, которого вы будете любить, а он любить вас. Или желать, ну вот именно наивысшим, наилучшим образом, там, допустим, беременности, да, наилучшим образом хорошего, подходящего жилья. Но ни за что не ставьте свою жизнь в условия, что вот если у меня этого не будет, я прям и жить не буду. Будете, куда же вы денетесь-то? И будете и без мужчины жить, и без детей можно жить, и без квартиры можно жить, и без замка в Англии тоже можно жить. И вот Вселенная, она вам это пытается тут же доказать. Поэтому вот он и говорит, одуванчик, загадай желание, сдуй мои вот эти пушинки, отпусти его и не привязывайся. Оно обязательно сбудется. Просто нужно забыть о том, что ты его так сильно хочешь. Ну вот такой ответ дало ваше подсознание по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.